действительно есть пчелы. Здесь, в Таргимском ущелье, на границе Грузии, Ингушетии, делают ингушский мед. Скоро мы все его попробуем, потому что глава республики хочет сделать его новым национальным достоянием, то есть продавать по всей России. Какого он качества? Сейчас разберемся. В Ингушетии говорят, что производят элитный мед. Целебный, мягкий, ароматный, липа, акация, горные травы с десяток разновидностей. В этих краях каждый второй житель – пасечник или родственник пасечника. Но в обществе пчеловодов зарегистрировано всего 130 человек. Правительство решило еще раз всех пересчитать и объединить в сладкий кооператив. Пасеки этой горной республики в составе РФ в основном разбросаны на тысячах метров над уровнем моря. Чистейший ионизированный воздух. Загрязняющей промышленности здесь практически нет. Вы вот так сейчас руками, да? Да. Вот корма навалом здесь. А это нормально, что они даже не пытаются улететь со своего улика? Ну, сейчас очень холодно, поэтому они не активные сейчас. Нам сказали, что здесь очень опытные пчеловоды, потомственные, в 5-м поколении. Да. Вы можете по их поведению сейчас оценить состояние их здоровья? Состояние здоровья хорошее у них сейчас. Так они обработаны, подкормлены. Вот они, видите, вот лекарства стоят. А, на спичечки лекарства Да, ставятся. Да, от клещей. Да, здесь у пчел тоже бывают болезни. К счастью, о них знают. Пчелы, может, и гостеприимные, горные, ингушские, но Они полезны, жужжат они полезны. недружелюбно. Это самое крупное предприятие пчеловодства в Ингушетии – 1000 ульев. Мавлад занимается пчелами 40 лет. Мадина помогает отцу фасовать мед по баночкам. Отсутствие единых центров переработки меда – горькая проблема республиканского масштаба. Еще не решена. Почему такая пена? А пена – это естественная фильтрация, да. Вот так мед самоочищается. Проводили анализы на мед, и в Москве проводили, и в Институте пчеловодства проводили. По всем параметрам мед хороший. На этом предприятии есть автоматическая линия, система распуска меда, то есть разогрева. Но ее включают только под большие заказы. Для своих не греют. Полезнее, не подогретый мед. То есть вот такой, это ручное естественная посушка. садка. Сегодня вообще какой спрос на мед ингушский? Есть у нас в наличии мед, но из-за отсутствия покупателя он стоит нереализованный. Общественная ассоциация пчеловодов Ингушетии должна обновить технологии сборки меда, создать удобную инфраструктуру. Правительство будет поддерживать госзаказами. Таков план развития медового бренда. Пасечники готовы собирать по 20-30 тонн. И что особенно важно, фальсифицировать не собираются. Продавать ромашковый мед этим людям совесть не позволяет. Это прошлогодний мед. Прошлогодний ингушский мед. А сколько он может вообще храниться? Он может храниться под 100 лет, да. Каким образом? Ну, там нет никакой химии. Нельзя делать так, чтобы ингушский мед становился прошлогодним, поверьте мне.